Значительное место в истории казахской музыки занимает творчество народного артиста Казахской ССР, лауреата государственной премии, композитора Сыдыка Мухамеджанова. Оно охватывает самые разнообразные жанры музыкального искусства. Сыдык Мухамеджанов родился 5 сентября 1924 года в Шацком районе Карагандинской области. Профессиональное образование получил в Алматинской государственной консерватории имени Курмангазы в классе профессора Евгения Брусиловского. В годы учебы в консерватории был музыкальным редактором и художественным руководителем казахского радио. В 1960-62 годах являлся председателем правления Союза композиторов Казахстана. В 1964-68 годах директором и художественным руководителем Казахской государственной филармонии имени Джамбула. В 1969-72 директором Казахского ордена Ленина Государственного академического театра оперы и балета имени Абая. Творческий путь композитора продуктивен, охватывает многие жанры музыкального искусства: оперы, симфонии, оратории, концерты, песни, романсы, хоры, музыку к драматическим спектаклям и кинофильмам. Исследователи не раз обращались к творчеству композитора, однако музыка Мухамеджанова изучена недостаточно. Сформировавшееся в период советской власти в наши дни творчество Сыдыка Мухамеджанова предстает как самобытная музыкальная историческая ценность. Воплощая в себе преемственность поколений, Мухамеджанов основал и новые жанры в казахской музыке. Он автор первой национальной комической оперы, первой казахской оратории, а также жанра концерта для голоса с оркестром казахской музыки. Наследие композитора составили оперы «Айсулу», «Жумбак кыз», «Ақан сері ақтоқты», симфоническая сюита в 4 частях в Древнем Туркестане, симфонические поэмы «Домбыра туралы баллада», «Степные картинки», «Мирам», поэма для скрипки с оркестром, «Махаббат туралы поэма», симфонический кюй «Праздник урожая», лирическая поэма для симфонического оркестра, поэма для камерного оркестра «Кокпар», увертюра для симфонического оркестра «Той в степи», концерт для кобыза с оркестром, оратория «Голос веков», песни и романсы, композитора на стихи Абая, Шангитбаева, Жарокова, Бегалина, Байрона. Одна из самых известных произведений Мухамеджанова – симфоническая поэма «Шаттық отаны» «Родина радости». В 1952 году получила признание на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Бухаресте в исполнении оркестра имени Курмангазы, а через год была удостоена республиканской премии имени Жамбыла. Сыдык Мухамеджанов – композитор, который внес большой вклад в становление и развитие многих жанров казахской академической музыки. Уникальный талант и мастерство Мухамеджанова с равной силой проявились как в его сценических полотнах, симфонических произведениях, так и в хоровом, камерно-инструментальном и вокальном творчестве. Музыкальное наследие композитора по праву входит в золотой фонд казахской литературы XX века. Его музыка подкупает мелодичной щедростью и яркой эмоциональностью, богатством лирики, глубиной воплощения драматических коллизий и суровой героики исторических событий. Последнее становится возможным благодаря превосходному знанию искусства своего народа, его богатой истории. Здесь он черпает темы для своих сочинений, их народной музыкально-поэтической интонации вырастает все его творчество. Многим известна фраза «Творцы должны создавать не новое, а вечное». И эти слова можно отнести к творчеству казахстанского композитора Сыдыка Мухамеджанова.